Значит, в 91 году, когда была инаугурация президента, российские десантные войска были высажены на территорию нашей республики, на аэродромах. Но весь народ в этот день окружил их, поставили блоки разные, бетонные машины. Мы их, наоборот, арестовали, посадили во все наши там тюрьмы, в само Министерство внутренних дел, здание КГБ, держали их. Потом Москва взмолилась, это было 8 декабря, что, мол, отпустить их. И мы, потому что мы хотели мирные отношения, отпустили их всех. Вторая агрессия началась после того, когда в 1992 году Россия развязала так называемый осетино-ингушский конфликт, когда они вторглись на территорию пригородного района, и там все, что было, как говорится, от ингушей, они убивали, ну, посадив туда свои эти машины боевые, некоторых осетин, которые тоже способствовали тому. И после, вот когда они всех ингушей оттуда вытолкнули, российская армия вторглась чуть ли не до середины нашей территории. Но ожидая этот момент, мы выставили свою, значит, преграду, мы стояли лицом к лицу, и наши войска, и все, мы были готовы с ними сразиться. И после вот этих переговоров, тогда был Гайдар, и он включился, и наша сторона, и они отступили. Это было второй раз. В третий раз они вторглись на нашу территорию под видом того, что это какая-то оппозиция с натеречного района. И там были и танки, и бронетранспортеры, и сопровождающие их эти марионетки. Они вторглись и дошли до Грозного. Они были все, значит, разбиты наголо и арестованы. Российские капитаны, там, майоры, лейтенанты, которые сидели в этих танках, они говорили, от какой они части, почему они приехали и для чего. Они были в плену у нас, и их тоже уже начало спасать Дума, помните, там их приезжали их депутаты, там был и Явлинский, там был и Жириновский тогдашний, и другие приезжали, и все просили себе дать им какого-нибудь там, значит, пленного. Когда, значит, приехали российские матеря, мы отдавали им и говорили, чтобы они больше не возвращались, что мы не для того, значит, здесь вас арестовали и отдаем вас, чтобы вы потом вернулись. Это уже была третья агрессия, 26 ноября 1994 года. Буквально через некоторое время, уже 11 декабря этого же года, они развязали полномасштабную агрессию против нашего государства, вторглись на нашу территорию. И эта война продолжалась до конца 1996 года. Российская армия в 1996 году, по данным российской, значит, печати, аргументы и факты, их было на нашей территории 380 тысяч. Представляете, такая огромная громадина была, пытались нас принудить к тому, чтобы мы сдались. Но дело обернулось таким образом, что в марте 1996 года Жохар Дудаев во главе со всем нашим войском и захватили Грозно полностью. Они были деморализованы, они находились в состоянии таком, что вот. Это была как бы пробная акция. Жохар говорил им, надо показать вам, как брать города. Мы отошли, и затем уже следующая акция была совершена уже полномасштабная. Это после гибели Жохара. Жохар погиб, президент наш, 21 апреля 1996 года. Уже после его наши воины со всех сторон вошли в город. Как говорится, их все места, где они находились, они взмаливали, просили, чтобы мы их отпустили. И у нас были такие моменты, предложения. Одни предлагали подвести к ним керосин, бензин и поджечь их. Они отпускали всех наших пленных, плакали, визжали, писали и просили отпустить их, что больше никогда не придем. Тогда к нам приехал господин Лебедь, вы знаете, этот секретарь Совета Безопасности, этот генерал. И он в Хасавюрте подписали
соглашение, по которому была договоренность о выводе российских войск. И вот именно в то время наблюдателем за этим была миссия ОБСЕ. И войска были выведены в 1996 году. И мы могли не проводить выборы тогда, потому что это было как-то спешно. Но вопрос стоял так. Российские войска не хотели как бы уходить, и они ставили условие, что мы оставим здесь что-то. Мы сказали, что если российские войска не выйдут, то мы никаких выборов проводить мы не будем и не имеем права, что в случае нахождения на нашей территории или части ее оккупационных войск, на нашей территории проводиться выборы не имеет права. И поэтому вот такой вот ход был сделан, и российские войска уже убирались оттуда. То есть они после того, когда им дали какую-то передышку, они уже снова поднимали, извините меня, хвост, понимаете?